Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган 6 июля в прямом эфире телеканала заявил о том, что в ходе спецоперации, проведенной спецслужбами, глава ФЕТО по Центральной Азии Орхан Инанде был схвачен и доставлен в Турцию. Инанде пропал в Бишкеке в ночь на 1 июня. Министерство внутренних дел предоставило хронологию проведенных оперативно-следственных мероприятий по розыску кыргызстанца Орхана Инанде. По данным милиции, 1 июня в 4:20 утра в УВД Октябрьского района поступил вызов о том, что во дворе многоэтажки в 12-м микрорайоне обнаружен автомобиль Lexus GX 470. Машина была открыта. На место прибыла следственная оперативная группа Октябрьского РУВД. С заявлением в милицию обратился гражданин. Он попросил найти отца Орхана Инанде, бывшего руководителя образовательного учреждения САПАТ. По словам заявителя, отец передвигался на указанной машине. В последний раз на связь выходил 31 мая, примерно в 6 вечера. Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 170 «Похищение человека» Уголовного кодекса. В рамках материалов досудебного производства создана следственная оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников МВД, ГУВД города Бишкек, ГУВД Чуйской области и УВД Октябрьского района. Разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел. Проведены все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанде. Направлен запрос в пограничной службе ГКМБ и получен ответ о том, что он не пересекал госграницу. По указанию министра внутренних дел Улана Ниязбекова по всей территории республики проведены поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. В поисковых мероприятиях были задействованы свыше 1000 сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, в рамках данного досудебного производства проведены все необходимые следственные мероприятия. Сотрудниками следственной службы, органами дознания и криминальной милиции столичного ГУВД во время оперативной работы по установлению местоположения пропавшего кыргызстанца параллельно раскрыли ряд тяжких преступлений. Сотрудниками милиции Бишкекского ГУВД организовано и проведено профилактическое мероприятие под названием «Отработка», в ходе которого столичными милиционерами проверено более 10,5 тысяч объектов, 3250 частных и 6336 многоэтажных домов, 175 гостиниц, 91 строящегося объекта, 377 развлекательных мест, 30 рынков, 51 торгового центра, 31 парка и скверов и 88 автопарковок. Кроме этого, по указанию министра Ниязбекова, поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего проведено на всей территории республики. Проведены активные поиски в предгорных районах, руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодиях, мусорных свалках и полигонах по всей республике. Проверены места строек, гаражные кооперативы, стоянки, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны. В ходе проводимой работы отработано круг связи, проведены беседы с гражданами, которым могли быть известны факты, обстоятельства исчезновения. Также велась работа по установлению свидетелей и очевидцев. Сотрудниками МВД проведена широкомасштабная работа по установлению местонахождения гражданина Орхана Инанде. Досудебное производство по розыску кыргызстанца Орхана Инанде находился на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова. В настоящее время, как только было установлено местонахождение Инанде, МВД проводит дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств похищения, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.